эфире канала «Новый век», выпуск новостей, студия Анастасия Маслова. Здравствуйте! Вот о чем поговорим и что расскажем сегодня. Они призваны защитить население в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф и боевых действий. Сегодня, в День гражданской обороны, спасатели принимают поздравления. Что такое СПИД и как можно предотвратить распространение ВИЧ-инфекций? Накануне специалисты Республиканского центра СПИД встретились с представителями различных молодежных организаций и объединений Тувы. Нехорошая квартира в одном из домов на улице Лапсанчапа не давала покоя жильцам. Как полиция решила вопрос? Обо всем этом подробнее. 1 марта отмечается День гражданской обороны. Праздник был учрежден в целях поднятия престижа национальных спасательных служб. Военные конфликты, масштабные техногенные катастрофы и стихийные бедствия. Конечно, каждое государство имеет службы, которые противостоят вышеперечисленным угрозам и занимаются ликвидацией их последствий, в том числе и сотрудники МЧС. Термин «гражданская оборона» вроде бы понятен многим, но объяснить, что это такое, оказывается, способен не каждый. Основы системы гражданской обороны берут свое начало еще с 1932 года, когда была утверждена местная противовоздушная оборона СССР. Члены МПВО не только организовывали укрытие населения в бомбоубежищах, существовала серьезная угроза применения химического оружия, и бойцы МПВО в том числе обучали граждан, как защитить себя. О задачах службы местной противовоздушной обороны СССР в хронике говорили так. Основными задачами гражданской обороны являются защита населения от оружия массового поражения. Внимание! Внимание! Граждане, воздушная тревога! Внимание! Внимание! Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время. Организация и проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения. История международной организации гражданской обороны также берет свое начало в 1932 году. Сегодня в нее входят 58 стран. Россия стала участником международной организации в мае 1993 года. В рамках международного сотрудничества Российская Федерация в лице МЧС России активно принимает участие в гуманитарных операциях в различных регионах мира, оказывая всестороннюю помощь пострадавшему населению от стихийных бедствий, а также вследствие военных конфликтов. К гражданской обороне относятся все подразделения МЧС России. Сотрудники управления ежегодно проводят масштабные учения, на которых отрабатывают свои действия в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона и подразумевает под собой комплекс действий и мероприятий, направленные на защиту населения от последствий стихийного бедствия, техногенной катастрофы или боевых действий. Правда, само население сформулировать, что такое гражданская оборона, затрудняется. Из 8 опрошенных лишь 1 человек смог правильно ответить на наш вопрос. Вы знаете, что такое гражданская оборона? Ну, наверное, безопасность личная. Пожалуйста, я не могу говорить. Вы знаете, что такое гражданская оборона? Да, знаю. Можете с нами поделиться? Как вы это понимаете? Это целый комплекс. И сюда входит и защита от ядерного оружия, стихийных бедствий. Ну, в общем, целый комплекс. Повысить знания населения – одна из задач, которая стоит в этом году перед сотрудниками гражданской защиты. В системе МЧС 2017 объявлен годом гражданской обороны. В связи с этим в Тыве запланированы всевозможные тренировки и профилактическая работа с жителями республики. Анастасия Маслова, Игорь Стародумов, телекомпания «Новый век». Далее наша традиционная рубрика «Новости экономики». Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда и отметил, цитата, «С безработицей мы справились», сообщает Интерфакс. Такое заявление премьер сделал на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Дмитрий Медведев подчеркнул, что в среднесрочных планах принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию. Глава правительства признал, что ближайшие 5 лет будут непростыми для рынка труда, пояснив, что речь идет не о безработице, а скорее о дефиците квалифицированных рабочих рук. Он сообщил, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Тем временем министр труда России Максим Топилин считает, что необходимо вернуться к системе страхования от безработицы, пишет РБК. Страховая система от безработицы в России действовала с начала 90-х по 2001 года, напоминает издание. Она финансировалась из внебюджетного фонда занятости, отчисления в который составляли 1,5–2% от фонда оплаты труда. Сейчас поддержка безработных происходит из бюджета, но конкретный источник финансирования не определен. В 2016 году на эти цели был выделен 41 миллиард рублей, в 2017
2017 запланировано 34 миллиарда. Возврат к страховой системе Топилин считает возможным не ранее 2020 года. При этом Минтруд готов сократить число получающих пособий по безработице, чтобы средства получали те, кто реально ищет работу сразу после ее потери и ищет максимально быстро. Соответствующий законопроект сейчас проходит согласование с Минфином и Минюстом. Речь идет в частности о прекращении выплаты пособий в минимальном размере 850 рублей тем, кто длительно или вообще никогда не работал. Максимальный предел пособия сейчас составляет 4900 рублей. Для некоторых категорий, например, потерявших работу по сокращению, Минтруд готов повышать выплаты. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 96 копеек, а евро 61 рубль 40 копеек. 1 марта для Сибирского федерального округа – это день профилактики ВИЧ-инфекции. В этот день во многих городах Сибири проходят различные информационные акции с целью формирования терпимого отношения к людям, живущим с ВИЧ и СПИДом, развития навыков рационального и безопасного поведения, а также профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. Накануне состоялся круглый стол, в котором приняли участие специалисты Республиканского центра СПИД и представители различных молодежных организаций и объединений Тувы. В задачи мероприятия вошли несколько пунктов. В числе первостепенных – ознакомить участников с современными подходами и методами профилактики ВИЧ-инфекции на примере проектов и программ, реализуемых на территории Тувы, а также выяснить точку зрения собравшихся относительно необходимых мер по решению проблем, связанных с ВИЧ и СПИДом. Многолетний опыт наблюдения за эпидемией показывает, что, в общем-то, молодежь, она более подвержена заражению ВИЧ-инфекции, то есть подростки в возрасте от 19 до 29 лет. И сегодня настала такая необходимость, что должны работать не одни медики, нужно, чтобы вот именно молодежь, подростки и самоорганизовывались. В Туве эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции является достаточно нестабильной. На 1 марта этого года в республике зарегистрировано 158 случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 2 детей до 14 лет. Наиболее уязвимый возраст заразившихся от 19 до 29 лет. Если рассматривать по территориальному признаку, то заболеваемость, конечно, больше в городе по республике, что составляет 67,5%, а сельские же жители составляют 32,5% по уровню заболеваемости. Представители молодежных общественных организаций выразили свою готовность активно включаться в борьбу против распространения ВИЧ-инфекции, а также рассказали о своем видении в решении проблем, связанных с ВИЧ. Считаю, что вот именно проекты, которые озвучивали по видеороликам коротким, они будут актуальны сейчас. Конечно, я стою на том идее, что люди, которые анонимные, больные, и которые хотят что-то сказать, или которых люди хотят услышать, и которых надо услышать, они, стою на идее, да, вот письма, такого вот открытого письма, где они выражают свои переживания, свои чувства, свои слова. И думаю, мы вот с ребятами возьмемся именно вот за такой формат и все-таки доведем дело до конца. В заключении мероприятия участники круглого стола решили, что после соответствующей подготовки осуществить все идеи по профилактике ВИЧ-инфекции, а также сдали экспресс-тест на ВИЧ для определения своего статуса. Чинчика Шпукол, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». Прервемся на рекламу, она пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Новая весенняя коллекция от Оджи уже готова порадовать вас разнообразием стилей и ярких красок. Примерь свой новый лук в Оджи. Внимание, теперь и мужская линия. Оджи. Ходим ножками, щупаем ручками и удивляемся глазками. Подарки для ваших любимых в РБТ.ру. Так, мощный утюг Bosch по интернет-цене 1290 рублей. РБТ.ру. Подарки должны радовать. 1 марта ставка по кредиту 9,9%. Дарите счастье любимым вместе с Банком Восточный. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КСУ Аюна Курседи, 54. Ваша недвижимость – это самое большое вложение. Защити свое вложение. Компания «Геотех» предлагает широкий выбор кадастровых услуг под ключ. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93. 3-й этаж. В эфире выпуск новостей, мы продолжаем.
Помогите, эта квартира не дает нам жить спокойно. С криком о помощи в полицию обратилась жительница одного из домов по улице Лапсанчапа. Дело в том, что по соседству женщины находилась квартира, которую владельцы сдавали посуточно. Арендаторы не всегда были порядочными. Ситуация, которая знакома в городе многим. Посуточные квартиры есть практически в каждой многоэтажке. Но вот в доме на Лапсанчапа, благодаря грамотным действиям полицейских, ситуацию удалось решить. «Я жила как в аду», рассказывает Чудура. Люди в квартире по соседству менялись ежедневно. Одна компания сменялась другой. Квартиру, по словам женщины, в основном снимали для застолья и развлечений. Бывало даже страшно проходить мимо, делится Чудура. Каждую ночь вот эти шум, гам, вот постоянно алкоголики там собираются. И вот это меня начало тревожить, потому что я по ночам нормально не могла спать. Ситуация поменялась лишь когда за дело взялись полицейские. Женщина написала заявление. Нехорошая квартира тут же попала в разработку участкового и его коллег. Благодаря упорству стражи порядка дебоши, которым, казалось, нет конца, прекратились. Работая по данному обращению, нами была установлена хозяйка данной квартиры и привлечена к административной ответственности. Работа проводилась каждый день. То есть круглосуточно. Лиц, которые находились в доме, в квартире, данной посуточной квартире, доставлялись в опорный пункт номер 3. Со всех принималось объяснение и были привлечены также к административной ответственности. После того, как владельцев нехорошей квартиры призвали к порядку, жизнь в доме по Лапсанчапа наладилась. Жильцы даже написали благодарность полицейским на имя их руководства. Сами же стражи порядка говорят, ничего особенного они не сделали, просто выполняли свой долг – помогать тем, кто нуждается в помощи. Анастасия Маслова, телекомпания «Новый век». Продолжение темы в рубрике «Гость в студии». Проблему посуточных квартир мы обсудим с начальником отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Кызылу Радимиром Хиртек. Он сегодня у нас в гостях. Радимир Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот на Лапсанчапа проблему решить удалось, но это же не единственная посуточная квартира в городе. Часто ли поступают жалобы? Да, действительно, к сожалению, таких посуточных квартир у нас на сегодняшний день на территории города Кызыла имеется достаточно. Ежедневно поступают сообщения в дежурную часть управления МВД РФ по городу Кызылу от соседей и иных, зачастую от самих постояльцев данных посуточных квартир на нарушение общественного порядка. В данных посуточных квартирах зачастую распиваются спиртные напитки, нарушается общественный порядок. И даже преступления совершаются? Бывали же такие случаи? Да, к сожалению, и преступления совершаются. У нас такие случаи имеются. По данным сообщениям незамедлительно направляется наряд полиции, после которого отрабатывается уже данная посуточная квартира, выясняется, кто сдал эту посуточную квартиру, кто является зачинщиком нарушения общественного порядка. И данные лица привлекаются к ответственности. То есть вы про эти квартиры, в принципе, все про нехорошие, такие проблемные, скажем так, да, вы знаете, они у вас как бы отрабатываются постоянно, то есть участковый проходит, приходит, проверяет? Данные посуточные квартиры отрабатываются с сотрудниками участкового полномочной полиции. Также во взаимодействии мэрии города Кызыла по членами административной комиссии также проводятся рейдовые мероприятия по данным посуточным квартирам, находящимся на территории города Кызыла. Данные лица, которые сдают данные посуточные квартиры, привлекаются членами административной комиссии мэрии города Кызыла тоже по Кодексу об административных правонарушениях Республики Тыва за нарушение тишины и покоя. Или также члены административной комиссии просто проводят рейдовые мероприятия по направленным нами материалам, по которым ранее поступали сообщения. А вот рецидивы вообще бывают? Например, закрыли посуточную квартиру, а наказали всех, кто виновен там, да? А через какое-то время там вновь собираются компании и мешают соседям жить? Да, такое тоже имеет место. Несмотря на неоднократное даже привлечение к административной ответственности, данные лица продолжают свою противоправную деятельность. При этом злостно нарушается общественный порядок, и вообще в подъездах, домах очень много жалоб от соседей и вообще граждан на данные посуточные квартиры. По данным квартирам незамедлительно реагируем.
отрабатываются. Ну, и имеются и проблемные вопросы при проверке данных посуточных квартир. Так зачастую у нас выясняется, что сами собственники этих квартир даже не знают, что их квартиры проходят в полицейских сводках, потому что лица берут в аренду саму квартиру для проживания, ну и при этом тайком от хозяев этих квартир сдают посуточно данные квартиры. Так может одно лицо взять несколько квартир в аренду для проживания и одновременно сдавать все эти квартиры посуточно для извлечения прибыли. А можно ли вообще как-то тогда в этом случае взять посуточные квартиры под какой-то контроль, вот как-то принудить к порядку? Ну, к сожалению, закон напрямую не регулирует данную сферу деятельности. Если вот обратиться к сфере услуг гостиничного бизнеса, там как-то регулируется законодателем. Посуточные квартиры, квартира, она как сама изначально предназначена для проживания граждан. То есть она не предусмотрена для предоставления гостиничных услуг. То есть для длительного проживания, да, правильно? Для длительного проживания граждан, совершенно правильно. И в связи с чем у нас вот в этой части возникают проблемы по установлению владельцев или по установлению даже зачастую лица, который сдал эту квартиру посуточно. И расчет у них производится в наличной форме и даже в части в налоговой по получению доходов, по оплате, декларированию доходов, тут тоже имеются свои проблемы, так как никаких следов получения прибыли этим лицом не остается. То есть идет наличный расчет, никаких расписок, никто никому не пишет. То есть вот получили деньги, и ключи от квартиры, и вот так вот сутки идут. Можем ли мы вообще говорить о том, что эта проблема действительно остро стоит у нас в городе? Ну, с данной проблемой, несмотря ни на что, сотрудники полиции принимают исчерпывающие меры для противодействия все-таки вот этому нелегальному бизнесу. Но, к сожалению, одних только сил сотрудников правоохранительных органов недостаточно. Тут хотелось бы обратиться и к самим гражданам, которые занимаются или только собираются заняться сдачей жилья в наем, в аренду, чтобы они могли проявить бдительность и проверять свои квартиры, которые они сдали в аренду. Потому что сейчас очень большая практика идет, что эти квартиры сдаются посуточно, и вот своевременное вмешательство хозяина квартиры может тоже также пресечь дальнейшую деятельность вот этих посуточных квартир, чтобы наши граждане как-то отнеслись с контролем к своему имуществу, которое они сдали лицам в аренду. Но ведь квартира вот по Лапсанчапа в доме, это же не единственная, которую закрыли и удалось там урегулировать все вопросы, да? То есть их же намного больше, правильно я понимаю? Да, ежедневно ведется борьба с этим. Это далеко не единственный пример, которые сотрудники полиции добились закрытия вот этих квартир, чтобы в нормальное русло вся жизнь вернулась в данных подъездах. Это не единственный пример. Борьба в этом направлении ведется ежедневно, но, к сожалению, как и на одну закрытую квартиру появляется, можно сказать, 2-3 новых квартир. Постоянно эта цифра, она не стоит на одном месте, она постоянно меняется. Ну, в завершении беседы, может быть, дадите какие-то советы соседям, рядом с которыми арендаторы не дают жизни? Ну, что тут можно сказать? Конечно же, в первую очередь, незамедлительно сообщать дежурную часть управления МВД РФ по городу Кызылу о фактах нарушения общественного порядка, либо же, если у соседей появляется подозрение, что насчет самих посетителей данных квартир, если они вызывают подозрения, незамедлительно сообщать дежурную часть управления МВД РФ по городу Кызылу. Или непосредственно участковому, да? Да, или непосредственно можно обратиться на участке, участковому полномочному по данному адресу для принятия необходимых мер. Спасибо. Сегодня мы беседовали с Радимиром Хиртек, начальником отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Кызылу.
Осторожно, карманники! Полицейские вновь предупреждают об участившихся случаях краж в общественном транспорте. Как правило, воруют телефоны и кошельки. С начала года в Кызыле уже зарегистрировано 15 карманных краж. Ежедневно в полицию поступают 5-7 заявлений о пропаже имущества из карманов и сумок. Чаще всего преступления происходят в общественном транспорте в час пик, когда маршрутки перегружены. Кроме того, говорят в управлении ГИБДД, ездить в переполненном транспорте и опасно. Полицейские просят горожан быть бдительными, внимательно следить за своим имуществом и напоминают, что за совершение тайного хищения чужого имущества из кармана одежды, сумки или другой ручной клади предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. На другие темы. Добросовестный плательщик. Конкурс с таким названием проводит акционерное общество ТВА «Энергосбыт». Его основная цель – выстроить диалог между энергетиками и потребителями, а также стимулирование своевременной оплаты за электроэнергию. К участию приглашаются физические лица, потребители электрической энергии, имеющие договорные отношения с ТВА «Энергосбытом». Основными критериями отбора станут своевременная оплата за потребление электричества, наличие у потребителя, отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, отсутствие фактов потребления электрической энергии помимо приборов учета и отсутствие фактов взыскания задолженности за поставленную электроэнергию в судебном порядке. Конкурс планируется провести в несколько этапов, каждый из которых будет приурочен к определенной праздничной дате. 8 марта – День Победы и День Конституции Республики Тыва, День Республики и День компании. Подведение итогов конкурса состоится в декабре текущего года и будет приурочен к профессиональному празднику Дню энергетика и Новому году. Победители будут определяться в каждом этапе конкурса. Всех победителей, включая победителей предварительных этапов, ждут ценные призы. АО «ТВА Энергосбыт» призывает всех потребителей физических лиц активно принять участие в конкурсе. Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». В Туве утверждены мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка на территории республики на 2017 год. Имеется план распределения сил и средств дорожно-ремонтных организаций по зонам ответственности. Созданы резервы материальных ресурсов. Региональная система оповещения оборудована 28 внешними акустическими устройствами и 24 электросиренами. Реальные риски прохождения паводкового периода будут зависеть от скорости таяния снегов. Потребительские цены на автомобильный бензин в январе текущего года выросли в 75 регионах страны. Отчасти это связано с тем, что отечественные производители нефтепродуктов по итогам первого месяца повысили цены на топливо в среднем на 2,4%, сообщает Росстат. При этом, как сообщает статистическое ведомство, разброс по стране довольно существенный. Байкеры Тувы и Хакасии примут участие в международном мотопробеге. Пробег посвятят очередной годовщине Великой Победы. Маршрут по городам боевой славы – Орел, Белгород и Курск. Финиш на станции Черные Броды в Беларуси. Там байкеры возложат венки к обелиску тувинского солдата и героя Советского Союза Михаила Буктуева. Старт байкеров из Кызыла намечен на 15 мая. С 28 февраля по 3 марта в горных районах Западного, Восточного Саян и Кузнецкого Алатау сохраняется риск схода снежных лавин, сообщает региональная МЧС. Сход лавин наиболее вероятен на горе Мингун-Тайга в районе хребтов Цаган-Шибету и Шапшальский на территории Мингун-Тайгинского района, а также на перевале Соты на территории Байтайгинского района. Спасатели призывают туристов не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты на указанных участках. В России вступают в силу требования к розничной торговле лекарственными препаратами. Объекты розничной торговли должны быть обеспечены информационными системами, позволяющими выявлять фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные лекарства. Сотрудники должны уметь представлять сравнительную информацию по лекарствам и ценам, в том числе по препаратам нижнего ценового сегмента. И о погоде. По прогнозам синоптиков, завтра в республике переменная облачность. Ночью и днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 13, минус 18 градусов. Днем 0, минус 5. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Выпуск новостей вы всегда сможете найти на нашем YouTube-канале «Единая Тувинская служба информации». Спасибо за внимание и всего доброго. Еженедельника
Подписка Тува ТВ читайте. Куда обращаться, если налить и сосульки угрожают жизни и здоровью? Внимание, участились случаи нападений бродячих собак на людей. Куда звонить? Буян Башкы рассказал, как надо жить в 2017-м. Масленица – любимый праздник кызылчан. Что говорят шаманы о годе огненного петуха? Внимание, продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес-джим». Новый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявление, то Тува ТВ.